Уважаемый господин президент, я обращаюсь к вам дать правовую оценку действий сотрудников, которые заранее за них знали, они знали, что это есть нарушение Конституции Таджикистана. Hiç milli doşamı da kor. Hiç milli, hiç vatandaşı zabon katini, kalbamon katini doşamı da kor. با هر یک قدممون با کار و رفتار و کردارمون اثبات کردنمون در کار که وطن خود را دوست می‌داریم. Уважаемый Каран Бакович, вот вы находитесь на территории Таджикистана уже с момента вашего выдворения с России более 4 месяцев. Скажите, пожалуйста, куда вы обращались и какие ответы вы получили? На сегодняшний день последняя инстанция, так называемые обращения, связана с судебной системой Таджикистана. 4 числа я обратился в районный суд Файзабадского, Республика Таджикистан. Но 6 я получил ответ, что данный вопрос не буду рассматриваться. Но в законе Таджикистана написано, что можно обращаться по месту рождения человека, поскольку нет у меня паспорта. А также можно обращаться по месту выдачи справок, которые, соответственно, не соответствуют действительности и нарушает Конституцию Таджикистана. Это справка о том, что я являюсь гражданином Таджикистана. Согласно Гражданского процессуального кодекса Таджикистана, вы имеете право обращаться в судебную систему по месту вашего рождения. На что основывались судья, выносивший решение о перенаправлении вашего материала? Ну, здесь так можно думать. Да, желание судьи было рассмотреть данный вопрос, но с другой стороны, чтобы желательно он снял с себя ответственность и направил, соответственно, данное обращение, заявление по Шамансурскому районному суду. Скорее всего, здесь страх, становится трудность для самого судьи принять решение, взять на себя ответственность. Хотя, какая ответственность, он в данном случае должен действовать. Основанием для него является Конституция Таджикистана и законы государства Таджикистана. Здесь никакого преступления нету. Но он считает, что данный вопрос надо рассматривать. Поэтому вот то, что я получил, касается... Это есть, соответственно, ответ района Файзабада. Они просят, чтобы, соответственно, я обратился в Шамансурский районный суд. Поскольку, значит, там АВИР, Республика Таджикистана, и пускай они ответят. А в случае, соответственно, не принимать данное заявление, суд района Файзабадского района готов снова рассмотреть наш вопрос. В марте месяце президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречался с интеллигенцией Республики Таджикистан. В своем выступлении в конце он высказал такое мнение. با هر یک قدممون با کار و رفتار و کردارمون اثبات کردنمون در کار که وطن خود را دوست می‌داریم. Вот вы собрали очень большой пакет документов, доказательств того, что вы были военнослужащим, потом получили на законных основаниях паспорт, но вас незаконно выдворили из Российской Федерации согласно справок, полученных с Республики Таджикистан. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите обратиться непосредственно с видеообращением? Вы получили также письменные ответы с администрации президента, насколько я видела. Почему вы теперь же не хотите обратиться в видеообращение к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и показать все ролики проделанной вашей работы, полученных фактов нарушений со стороны его чиновников, которые подделывали документы и отправляли в определенные структуры Российской Федерации? Открыть глаза президенту на его чиновников. Действительно, вы правильно отметили, что материалов достаточно. Вот я работаю каждый день в Таджикистане, изучаю, есть на русском, есть на таджикском языке, здесь написано все. Нет повода для того, чтобы эту справку мне выдали. Если президент говорит о патриотизме... Я беру одну из ответов, где написал Узудар Рахмон, направил бумагу в Министерство МВД Таджикистана и ответил первый зам
господина Рамазана Рахимова среду дал. Ну, подобные вещи можно написать где-то на уровне, может быть, там, межрайонного, но это же на уровне государства. Далее вопрос идет ущемление прав гражданина. А в одно время он пишет, чтобы я, гражданин России, на время прохождения военной службы в течение 25 лет после советского государства России, но он пишет, что нет, вы ушли на пенсию, вы автоматически становитесь гражданином Таджикистана. Ну, я думаю, что данный генерал, или данный ответчик, может быть, так назвать, скорее всего, подсчитывает давление, подобие письма он пишет. Ваш вопрос мне очень интересен. Ролики действительно нам дали, уже команду подготовить. Не только для президента, но было бы полезно. Полезно было для всего 8,5 миллионов населения Таджикистана, что патриотизм это главная задача. И в советском государстве был, и сегодня есть. Но если показать то, что было сделано сегодня мной и моим помощникам, моим, значит, доверенными лицами в течение 17 лет, скорее всего, это остается последний вариант перед тем, чтобы уже обращаться в будущем при любом решении районного суда. Если решат, что я гражданин Таджикистана, это буду рассматривать, что Конституционный суд Таджикистана. И надежды есть к тому, что доведу до президента, потому что не ознакомлен был. И подобные шаги, что касается, что впервые в истории Таджикистана гражданина другого государства провести в течение вот уже 4-5 месяцев, уже начнется у нас нахождение на территории Таджикистана, ответы я не могу получать. Вот я недавно получал ответ от уполномоченного по правам человека. Вакуладор, так называется на таджикском языке. Письмо, вот, которое я направил на имя президента, и копия различных структур Таджикистана, Маджлис-Сури, Маджлис-Эмили, Национальной безопасности, Министерство иностранных дел и, соответственно, уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан. Но обратите внимание, человек мне пишет о том, что ваше письмо получено, вынуждается перевод на русский язык, и, соответственно, мы не можем вам ответить, потому что текст вы передали нам на таджикском языке. Я, по-моему, передал правильно, это государство Таджикистан. طبق کنستوسیون جمهوری تاجیکستان که از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شده است زبان دولتی ما را زبان تاجیکی و نام دولت ما را تاجیکستان اعلان نمودیم. از این لحاظ هر یک شخصی با آر و ناموس و وطندوست وظیفه‌دار است که نام زبان و دولتش را با درک مسئولیت و با کمال احترام معرفی کرده آنها را چون گهورک چشم حفظ نماید. Они просили текст на русском языке. Да, мы отправили текст. Но я вижу ответ на сегодняшний день не соответствует опять действительности. Если уполномоченный по правам человека подобные вещи нам пишет, тогда не знаю, что должен написать завтра сотрудники НВД или других структур СВО Таджикистана. У данного, соответственно, структуры есть полномочия обращаться к своим коллегам в России, просить, узнавать, почему происходит нарушение законы, особенно международные законы, конвенции, соответственно, европейские. Это все полномочия входит господина уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, Ализодыр. Но он этого не делает. Получается, что даже права человека, который нуждается в их защите, данный руководитель не собирается соблюдать. И другая сторона вопроса, что подготовка роликов, я думаю, это единственное остается для нас шансом. Пускай тогда народ оценит. Вы обратили внимание, на нашем сайте есть рубрика «Вопросик к президенту Таджикистана». Там порядка 2500 вопросов собрался. Раньше я передавал данные вопросы господину посла Таджикистана Муниса Туровича. Нет ни одного ответа. Вот скажите, пожалуйста, пускай скажет президент, окружение президента, люди, которые чиновники. Если президент говорит о патриотизме, а чиновник говорит, нет, он неправильно это все говорит. Как можно президент говорить неправильно? Он все правильно говорит же. Он же говорит, что патриотизм это чисто для нашего государства. Это укрепление государственности Таджикистана. Hissi milli doshtam modakor. Hissi milli, hissi vatandosti zabon qati ne. Zabon qati ne. Qalbamon qati do'st doshtam modakor. Ba har yak qadamamon با کار رفتار و کردارمون اثبات کردن مدعکار که وطن خود را دوست می‌داریم. А мы говорим нет. А как доказывать человеку, что он делал много для государства, для собственного народа? Посмотрите, больше миллиона наших граждан в России находятся. Разве они не патриоты? Молодой парень, трудовой мигрант выезжает, приносит деньги в Таджикистан, кормит свои члены семьи. От 3 до 5 иждивенцев находятся. Это разве не патриотизм?
Поэтому я попросил своих помощников, которые сегодня в России, подготовить данный ролик и с правильным названием. Президент говорит правду, чиновник говорит, этого нельзя. Значит, соответственно, не выполняет указания президента. Это уже считается нарушением закона. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас идут судебные слушания в Российской Федерации, так как в отношении вас открыто 3 административных дела. Одно из дел у вас является, так как вы обратились с исковым заявлением об изъятии вашего паспорта, о выдаче вашего российского паспорта с нарушением закона. Второе ваше дело административное получается снятие вас с регистрационного учета, находится в вашей собственности, ваша квартира. И третье является выдворение. На какой стадии сейчас находятся ваши дела и что вы хотите предпринять дальше? Будете ли вы обращаться в Европейский суд? По всем срокам мы должны были находиться. В случае отказного на уровне Верховного суда Российской Федерации, практически на уровне Конституционного суда Российской Федерации, то дальше передавать дело в Европейский суд. В случае, соответственно, не удовлетворили наше обращение. Но обратите внимание, если 12-го они за 2 дня рассматривали вопрос Московского областного суда выдворит Карамата Шарипова после 10-дневный срок. Карамата Шарипова отправили в Таджикистан рейсом Москва-Куляп. Карамат Шарипов был в списке прибывших из Москвы в Куляп этой ночью пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь». Экс-лидера таджикские трудовые мигранты Карамата Шарипова 12 декабря выдворили из России. Это произошло сразу же после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в нарушении законодательства РФ и должен был быть выдворен из России. Заседание, кстати, проходило без присутствия самого Шарипова, который в это время находился в Центре временного содержания в Егорьевске. На сайте организации «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что сразу после вынесения решения о выдворении руководителя движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамата Шарипова судебные приставы приехали в ЦФСИК в городе Егорьевск, где содержался Шарипов с момента задержания, и под конвоем в наручниках сопроводили Шарипова в аэропорт Домодедово. Сообщается, что Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляп. При этом, отмечается на сайте, авиабилет был приобретен заранее. Карамату Шарипову не была оказана врачебная помощь, в которой он на тот момент нуждался, и не была предоставлена возможность увидеть семью, жену и детей. В ходе заседания судья заявил о том, что для воссоединения семьи члены семьи Карамата Шарипова вслед за ним могут ехать на историческую родину, в Таджикистан, отмечается в сообщении. Между тем, в аэропорту Куляба сообщили, что, действительно, Карамат Шарипов был в списке прибывших из Москвы рейсом 957 авиакомпании «Сибирь» пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Куляп в 3 часа ночи. Решение о выдворении Карамата Шарипова было принято 12 декабря Люберецким судом. Апелляционная жалоба защитника прав мигрантов была отклонена Мособлсудом. В то же время один из адвокатов Шарипова Александра Медведева в своем аккаунте в Facebook отмечает, что решение было неожиданным и идет вразрез с мировой судебной практикой. В то же время Мособлсуд создал новый прецедент в российской судебной практике по признанию военнослужащих Объединенных Вооруженных Сил СНГ не приобретшими гражданство РФ по инициативе государственных органов. Фактически поставлено вне закона огромное количество ветеранов и военнослужащих Российской Федерации, отдававших долг Родине в 1992 году за пределами наших границ. И этот факт уже не касается непосредственно личности Шарипова. Поставлена под вопрос легитимность службы в рядах нашей армии значимого количества военнослужащих. То сегодня уже практически 4 месяца до сих пор в президиум Московской области не рассматривал вопрос. Причина: к нам не поступили документы с районного или городского суда Люберецкого. Но это, поймите, это заказная система наша. В России у нас хорошая страна, но дело в том, что без заказа, без востребования извне ничего не делается. Вот смотрите, вот, дальше идет по регистрационному, соответственно, учета в моей квартире. Ну какие там может быть нарушения? Это моя квартира, это приватизировано, я имею право там. Нет, убрали. Дальше, соответственно, выдают паспорт. Паспорт вы выдавали мне, дело в том, что когда паспорт выдавали в 1999 году, они не ушли
что в 93-м году я был гражданином Российской Федерации, при прохождении военной службы, ну тогда президент должен был подписать о лишении моего гражданства. Но они лишили паспорт, то, что было нарушено. А человек, который паспорт выдавал мне, если нарушение было, есть там сроки 2, он должен оказаться так же, как я, при рассмотрении любого дела, или административный, или уголовный. А где человек? Нет его. В России есть много таких фактов, которые, если там месяцев 2-3 максимум, выдается паспорта в связи с нарушением. Но гражданин не нарушил ничего. Поэтому заказная система наша сегодня, заказали человека, он будет мучиться. Другая сторона, я говорю, открыта дорога. Трудно таджикам. Даже не только там в России. Трудно таджикам, даже когда свои права защищают в собственном государстве. Вот я обращаюсь как таджик к различным структурам, к президенту обращаюсь в письменном виде. А сегодня... Президент Федерации мигрантов СНГ, гражданин Российской Федерации, ветеран Вооруженных сил Российской Федерации Карамат Шарипов обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, председателю таджиков мира, с заявлением привлечь к ответственности и наказать виновных сотрудников, которые пренебрегают и нарушают Конституцию суверенной Республики Таджикистан. И заявление Карамата Шарипова, президенту Таджикистана, лидеру нации уважаемого Эмомали Рахмона. ман тоҷикам, зодаи ин диёрам, гарчанде шаҳрвандии давлати Русия доштам. Айни ҳол шаҳодатномаи ҳеҷ давлатро надорам ва муваққатан маро муқими Тоҷикистон намуданд. ҷаноби президент, ман омодаам пас аз баҳсҳои судӣ ва барқарор кардани адолат нисбати ҳуқуқи худ ба шумо раиси тоҷикони дунё дар бораи башаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи конститутсияи кишварамон муроҷиат намоям. Меафзояд ки дар давраи шӯравӣ мактаби ҳарбию сиёсӣ ва баъд академияи назди президенти Русияро хатм кардааст ва падари 4 фарзанд 3 набера аст ки ҳамаи онҳо ва ҳамчунин ҳамсари нафақахӯраш шаҳрванди Русия мебошанд. Ман дар кишвари дур фарзандонамро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва кӯмак ба ҳамватанон тарбия кардам. манзили зисти ман ва аҳли оилаам низ дар қаламрави Русия ҳастанд. Ман ҳеҷ гоҳ шаҳрвандии Тоҷикистон надоштам ва манзили зист ҳам дар Тоҷикистон надорам ва ин вобастагӣ дошт аз ҳолати касбии ман. Пас аз пошхӯрии давлати шӯравӣ ман дар сафи артиши Русия мондам ва аз соли 1999 нафақахӯри ҳарбӣ мебошам. Зиёда аз 20 соли ҳаётам бо аҳли оилаам дар сафи қувваҳои мусаллаҳи артиши шӯравӣ ва Русия гузаштааст. ҷаноби президент, ба шумо чун ба раиси тоҷикони дунё бо мақсади асосӣ муроҷиати худро гуфтаниям. имрӯз душманони миллати мову шумо ки дар дохил ва берун дар мансабҳои гуногун адои вазифа менамоянд, худашонро шоҳу таъбашонро вазир гумон карда ба беадолативу қонуншиканиҳо даст мезананд. ба ҳокимият аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик пардохта ибтидо созмони тоҷик диаспораро ташкил дод. аввалин ҷамъияте аз гуфтани калимаи тоҷик наҳаросида аз гузаштаҳояш ифтихор намуд. гарчанде яке метарсиду дигаре моро маслиҳат медод аз ин ном парҳез кунем. роҳбари ҷамъияти тоҷикони Русия меафзояд, фурӯ пошидани иттиҳоди шӯравӣ ва ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон боис шуд ки як қисми мардум барои дарёфти як бурданон муҳоҷиратро интихоб намоянд. онҳое ки барои дарёфти ризқу рӯзии худ берун аз ватан рафтаанд, ба шумо низ маълум аст ки ба мушкилоти зиёде рӯбарӯ шуданд. рӯ ба ҳинд овардани соҳибдилон аз баҳри чист? зиндагӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кунад. бале, онҳо зери таъқиру озори худиву бегона мондаанд. аз ҳама мардуми беҳуқуқ мутаассифона халқи қадимиву пуршарафи тоҷик ба шумор мерафт. дар солҳои аввали муҳоҷират, Каромат Шарипов хитоб ба президенти Тоҷикистон мегӯяд ки дар ҳавои суханрониҳои ӯ дар бораи ҳисси баландии миллӣ ва иттиҳоду ягонаӣ ва ифтихораш аз тоҷик будан ҳамчун як шахси бонанг бетараф наистод ва бо ҳимоят аз тоҷикони беҳуқуқ дар Русия камар баст. ин ҳама беадолатиҳо
нисбати ин мардуми аз дасти худию бегона ба дод омада маро водор намуд онҳоро аз чанголи бадхоҳони миллат халос намоям. Дар назди худ мақсад гузоштам. ҳар кори аз дастам меомадаро дареғ намедорам. роҳ як аст, мегуфтам шабу рӯз. ҳимояи ҳамдиёрони хеш ва роҳи аз азобу шиканҷа ва таҳқири миллатам. ин ҳақиқате буд, ки ман бо чашми худ дидаю бо қалби худ эҳсос кардам. маҳз ҳамин ноадолатиҳо ва саргардониҳои бачаҳои тоҷик маро барои ташкил намудани ташкилоти ҷамъиятӣ замина фароҳам овард. Каромат Шарипов меафзояд, ки ба ҳар касе ки ғамхори миллату давлат аст, ҳеҷ гоҳ кӯмакашро дареғ намедорад ва ҳамеша дастгириаш мекунад. вале ҷаноби президент, ба шумо чун ба раиси тоҷикони дунё бо мақсади асосии муроҷиати худро гуфтаниям. имрӯз душманони миллати мову шумо, ки дар дохил ва берун дар мансабҳои гуногун адои вазифа менамоянд, худашонро шоҳу таъбашонро вазир гумон карда ба беадолатиҳову қонуншиканиҳо даст мезананд. ман боре аз касе мансаб ё мақоме талаб накардаам, аммо барои ҳуқуқи худаму ҳамдиёронамон аз мубориза наҳаросидаам. онҳое ки қонуншиканӣ мекунанд, ин маънои онро дорад, ки бо халқу давлати худ хиёнат мекунанд, ки ин суханҳо борҳо дар гуфтаҳои шумо муҳтарам президент қайд шудааст. ӯ дар идомаи номааш аз он гила кардааст, ки вайро бо кӯмаки ҳуҷҷати қалбакӣ бо ном, ки ман гӯё шаҳрвандии ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон мебошам, тавонистанд аз Русия берун кунанд. Каромат Шарипов масъулони сафорати Тоҷикистон дар Русияро ба беамалӣ дар амри дифоъ аз ӯ айбдор карда навиштааст. ман ҳамеша ҳуқуқи муҳоҷиронро ҳифз мекардам. дар ҳама мушкилотҳо бари онҳо будам. замоне ки намояндаҳои сафорати Тоҷикистон дар хоби ноз буданд, ман аллакай садҳо мушкилии муҳоҷирони тоҷикро ҳал менамудам. пас чаро дар чунин ҳолат аз ман пуштибонӣ накарданд, даъво набурданд? танҳо ҳисси баландии миллии ман сабаб шудааст, то ин мушкилиҳои тоқатнофаросоро болои сари ман оранд. маро борҳо гуфтаанд, чаро дигарон хомӯшанду шумо бошед хомӯш намеистед. ҷаноби президент, вақти сухан сари ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷири саргардон меравад, ман ҳеҷ гоҳ хомӯш буда наметавонам. ин роҳи ман аст, роҳе ки ман интихоб кардам, роҳе ки барои ман мисли хонаам аст, мисли фарзандонам аст. ман ин роҳро, ки ҳимоя аз ҳамватанонам аст, тарк карда наметавонам. А как так получается, что когда я отправляю письмо Маджлиси Оли или Маджлиси Милли, или глава администрации президента, отправляю, соответственно, в Министерство иностранных дел, они все требуют с Министерства внутренних дел Таджикистана ответ. А вот ответ вам. Вы извините за мой подобие ответ, 8,5 миллионов Таджикистана, это не глупые люди. Они умеют читать, умеют писать, они читают законы международные, но также нельзя к собственному народу. Дайте правильный ответ. Когда-то я был в Таджикистане, в советском государстве. Последующий я отцов ушел. Мое обращение господину президенту Эмомали Рахмону, председателя таджиков мира, от таджика Карамату Шарипову, к тому, что практически я не проживал в Таджикистане. В современном Таджикистане не проживал. Я люблю свою родину. Здесь похоронены мои предки. Но поскольку иначе пришлось мне находиться в Российской Федерации, проходить военную службу, последствия уйти в отставку, идти на военную пенсию, там остается моя семья, остаются мои дети, там остается жилье, которое, соответственно, я приобрел, и, соответственно, жилье, которое предоставило мне государство России по имени Министерства обороны. В Таджикистане практически у меня ничего нету. Я нахожусь здесь, и единственное то, что благодаря родственникам, близких друзей, вот столько времени я нахожусь. Другая сторона, у меня нет ни одного документа. Да, предложено мне получать паспорт Таджикистана. Уважаемый господин президент, я не собираюсь нарушать Конституцию Таджикистана. Паспорт рассматривается в течение 3 лет. Если я обращаюсь к вам с заявлением, соответственно, паспорт я попросил бы вам не выдать. То, что я добиваюсь возвращать российский паспорт, это не означает, что я не люблю Таджикистан. Нет любви ко мне к Таджикистану. Нет, я всегда был, если я рядом с нашими соотечественниками, то это говорит о том, что они таджикистанцы. То, что я делаю, все делаю на благо нашего Родины, и Таджикистана, и России. В России, в библиотеке имени Некрасова, празднуется юбилей газеты с символичным названием «Голос таджикистанцев». В этом году исполнилось ровно 10 лет со времени выхода в свет ее первого номера. Учредителем газеты стал фонд поддержки выходцев из Республики Таджикистан «Таджик Диаспора». Впервые
Данная организация появилась в России в 2001 году. И она громко заявила о себе 4 апреля 2001 года. После распада Советского Союза Россия встала на путь мультикультурализма, и новая этническая политика по управлению культурным многообразием позволяла многочисленным национальным диаспорам и национально-культурным автономиям самоопределиться на ее территории. Граждане Таджикистана, выехавшие в Россию во времена распада Советского Союза и в период кровопролитной гражданской войны, также создали многочисленные национальные диаспоры. К сожалению, формировались эти диаспоры не по общинному принципу, который свойственен таджикам, а исходя из узкоэгоистических, клановых и групповых интересов. В России, как, впрочем, и в Таджикистане, определенные силы воплощали в жизнь социокультурный международный сценарий, цель которого – отсечь персоязычный Таджикистан от своих таджикско-традиционалистских общинных корней. Создание же фонда «Таджик-диаспора» сломало их планы и позволило 22 апреля 2001 года провести в столице Российской Федерации Москве первую консолидированную конференцию граждан, выходцев из Республики Таджикистан. Заявленная тема конференции звучала так: «Тяжелое положение выходцев из Республики Таджикистан в Российской Федерации и пути ее преодоления». Данную конференцию поддержали российские и международные правозащитники. В результате совместных усилий по защите прав таджикских трудовых мигрантов было выработано постановление, которое направили в адрес президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В нем участники обратились с просьбой к президенту Таджикистана на государственном уровне принять участие в судьбе таджикских трудовых мигрантов. Статьи на злобу дня в газете «Голос таджикистанцев» способствовали закрытию Ичеркизона. Публикация в газете «Воля трудовых мигрантов» и принципиальная позиция участников движения в вопросе отстаивания чести и достоинства таджиков сыграли главную роль в ликвидации степчкома, осуществлявшего моральный геноцид таджикских гастарбайтеров в проекте «Наша Раша» на телеканале ТНТ. Организаторы и участники данного проекта, используя образы Джамшеда и Равшана, на протяжении 5 лет издевались над таджикским народом. Фонд «Таджик-диаспора» стал одним из учредителей и международной общественной организации «Народная лига Таджики», которая была создана 12 июля 2003 года. Именно эти консолидированные силы и созвали Первый съезд народов Таджикистана в России. Съезд состоялся в Москве 10 ноября 2007 года. Газета «Голос таджикистанцев» начала свой выпуск как информационный листок. Ее тираж не превышал 1000 экземпляров. Но уже с первых номеров она завоевала популярность среди таджикских трудовых мигрантов. Газета стала народной потому, что на ее страницах каждый мигрант мог рассказать о своей боли и о своих проблемах. Согласно цели фонда «Таджик-диаспора», газета «Голос таджикистанцев» должна была выполнять роль связующего звена между правительством Республики Таджикистан и мигрантами. И этот проект был воплощен в жизнь. Сегодня информационный лист является собой полнометражную 12-полосную газету «Голос таджикистанцев». В 2009 году газета была зарегистрирована Роскомнадзором Российской Федерации и получила регистрационное свидетельство. С этого момента она выпускается тиражом 50 тысяч экземпляров. Распространяется газета не только в Москве и Московской области, но и по регионам России. Уезжая домой, граждане Таджикистана везут на родину и голос таджикистанцев, который звучит здесь, в России.
За время своей правозащитной деятельности и реальной адресной помощи соотечественникам фонд «Таджик Диаспора» настолько завоевал популярность в сообществе трудовых мигрантов, что на его основе в 2007 году впервые была создана массовая организация с названием «Общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» ООД-ТТМ». С большими трудностями, но общественная организация получила регистрацию в Минюсте России. Данное событие явилось знаковым как для таджиков, так и для мирового сообщества. Сегодня же общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» является доказательством существования подлинной демократии в России и свидетельствует о наличии ответственного гражданского общества. Многолетний опыт работы фонда «Таджик Диаспора» позволил движению «Таджикские трудовые мигранты» открыть сайт с названием tajmmigrant.com. В настоящее время сайт по посещаемости занимает почетное место как в России, так и в Таджикистане. Он содержит 32 текстовые рубрики и видеоматериалы. На страницах сайта публикуются списки мигрантов, погибших, пропавших без вести, сведения из регионов, материалы по культуре и религии, уголовные дела, списки необязательных работодателей и списки тех, кто необоснованно депортирован из России, еще многое другое. И, конечно, на сайте размещается электронная версия газеты «Голос таджикистанцев». Главное же, сайт открыт для публикации статей соотечественников из Таджикистана. Фонд и движение «Таджикские трудовые мигранты» последовательно выступают за информационную открытость. Поэтому в газете, несмотря на недовольство отдельных представителей власти Республики Таджикистан, статьи соотечественников печатаются без купюр. Учредители и редакция газеты полагают, что обнародованная мысль является сегодня информационным оружием трудового народа. И должна она служить руководством. Благодаря публикации в газете «Голос таджикистанцев» освобождены заложники, захваченные опасной преступной группировкой в городе Астрахани. Разоблачены и наказаны сотрудники милиции, стрелявшие в гражданина Республики Таджикистан. Десятилетняя практика в работе с мигрантами доказывает, что как бы красиво ни говорили ученые и чиновники, в их селекционном отборе отсутствует главный герой нашего времени – человек труда. Именно человек труда, таджикский трудовой мигрант, и остается по-прежнему нашим главным героем.